Чего укаешь? Сейчас поедем. Подожди. Подожди немножко. Так. Сейчас поедем, покатаемся. Всем привет. Искомый привет от Олега. Первый раз идем в поход. Сегодня чисто проверка перед большим походом по открытой воде. Проверка мотора. Сегодня вот завел. Это я осенью обкатку покатал и все, больше не ездил. Налегке еду, взял только бензобак, набор ключей, бездельника и все. Сейчас по реке поднимемся до первой таежной реки, еще по таежной реке давайте съездим до Соснового Бора, очень красивый бор там, и обратно. Вот такая небольшая прогулка будет. В основном буду снимать, как мы будем идти на лодке. Так что приятного вам просмотра. УАЗик здесь оставляю. Здесь еще переправа, как бы смог я проехать, хотя уже очень глубоко. Там тоже вода заходит от реки. Вот. Ладно, давайте съездим, покатаемся. Конечно же, чуть-чуть позже я его отпущу. Погуляет сегодня. Сейчас, чтобы он не убежал, он на этом, как сказать, на поводке, я имею в виду. Ну все, погнали. Микацу 9.8, кому интересно. Сейчас вода позволяет на мощных моторах ездить. Чисто щелопа снимаю, речку. В общем, поехали.
вообще слезы идут. Сейчас на среднем иду. Надо измерить скорость. Проверить. Как быстро идет, ребят, не поверите. Очень быстро. Сейчас измерю скорость, максимально сколько выйдет. Против течения, сейчас поеду, против течения. Что-то не показывает у меня, что происходит. О, пошла. Сейчас показывает. Километров. 29. В общем, ребят, максимально 29, средняя скорость 26 км в час. 29 и 26, вот средняя скорость. Ну, по течению еще можно попробовать. Сейчас по течению можно еще попробовать. Больше хватит. В общем, 29 километров, не груженный. Заезжаю на таежную речку. Еще снег кругом. Мощно. Быстро не... Это лучше не ехать. Очень, блин, крутые повороты. Мотор быстро едет. Идет. А так интересно.
доехал, куда хотел. Здесь собаку отпущу и погуляем. Красивые места. Люблю я это место. Немножко побалдеем тут. Ой. Сейчас, Тулан, подожди. Я отпущу, погуляешь. Энли. О, все отлично. Вон гулять, вон, вперед. Гуляй вообще. Микацу 9.8, ребят, но просто огонь, быстро идет. Непрерывно быстро. Даже мне такой скорости как будто и не надо. Лучше потихоньку добраться, чем вот рисковать. Или как-то побольше лодку сделать, еще больше. Но идет мощь. Вот. Давайте погуляем. И, блин, здесь в лесу даже ветер очень большой. Вот тут. Так все это выглядит. Я здесь... А, тулан. Я думал, медведь там этот. Там, оказывается, тулан уже. Морда такая, блин, увидел. Вон он. Не, реально уже мне мерещится этот медведь. Действительно. Осенью сюда за грибами я приходил, вам снимал. Сейчас побродим, посмотрим, там снега есть или нету. А так красиво. Еще зелени вообще нету у нас. Во дворе еще более-менее как-то черемуха начала зелень появляться, а здесь вообще еще пасмурно пока. Чисто небольшая прогулка, небольшой фильм для вас. Природу поснимаю. Никаких планов у меня нету на сегодня. Я чисто только проверить мотор, как он себя поведет после зимы. Даже здесь на Ягеле еще вон снег я вижу. Снег еще лежит местами. Бля, меня как будто из цепи вот выпустили. Тоже так уже хочется. Просто побыть наедине с природой. Река огромная, большая сейчас. Бывает еще больше, но и это достаточно. Смотрите. Снег кругом еще лежит. Вот если резко потеплеет, это все еще будет таять, и уровень, конечно же, еще поднимется. Давайте еще раз покажу вам. Максимальная скорость 29 километров у меня получилось. Почти полкилометра я прошел на лодке, и 26 средняя скорость. Вот так идет Микацу 9.8. Пишите, комментируйте, у кого больше, меньше. Это нормально или нет там. Для 9.8 26 километров средняя скорость. Это может у кого-то быстрее идет или наоборот. Но это налегке я даже проехал сейчас. Чисто налегке. Не, погуляю я, ребят, по Ягелю. Надо энергии набраться. Хорошо. И 20... У меня вот мотособака 8 Лифан, ну, Альбатрос, 8 лошадей, идет 20 км в час. А вот моторная лодка 9.8 идет по воде без груза, без ничего. Ну, я минимально буду говорить 26 километров. Не буду там озвучивать 29 там или еще. 26 пускай будет. Если по течению, думаю, может и... Сейчас тоже проверю. Может 30-35 пойдет там. Интересно будет посмотреть тоже. Вот в середине Ягели еще, вот смотрите, снег лежит. Сегодня 20... Какое число-то?
23 или 23 число, наверное, сегодня, 23 мая. Вот в это время обычно уже картошку сажаем. У нас пока вот так в этом году. Ну, запоздалая весна, это 100%. Еще раз говорю, чисто прогулка будет. Чисто прогулка. Вот там озеро недалеко есть. До озера сходим, посмотрим озеро. Там лед есть или нету. Ну, старая старица какая-то. Да, хорошо. Но сегодня очень ветрено, конечно. Очень ветрено. И на реке вот пустую лодку даже ветер схватывает и скинуть может там. Очень опасно. Надо как бы лучше тише ехать и руль держать. Не зевая рот там. Руль держать крепко. Чтобы не перевернуться, опасно. Вода не прощает ошибок. Спасательный жилет в лодке лежит. Но у нас не принято их одевать. Я когда пацаном в школе был, дед заставлял меня одевать, а так ни разу никогда. А хотя надо, конечно же. Так, сейчас я дойду до озера, там включусь. Тулан куда-то вон туда убежал. Пускай побегает. Потому что хрен пойми, когда еще у меня поездка на вторую избу будет. Что-то все время откладываю. Смотрим. Как получится, сразу, конечно же, пойдем. Но это вам надо показать, конечно, тоже. Вот ельник, и меньше солнца сюда попадает. И смотрите, в каком виде еще у нас тайга в лес. Просто дофигища еще снега. Дофигища. Если бы резко все это с начала весны начало таять, резко, с дождем или еще хоть без дождя, у нас просто полчела она уплыла. Хорошо, что с заморозками вот так снег таял. Вот че-то нора. Прям норище тут. Диаметром на 30 сантиметров, ну 25-30. Или леса, или не знаю. Кто-то там жил или живет. Оделся тепло. И как ни странно, ну я спокойно иду. Спокойно себя чувствую. Не надо бежать, спешить некуда. И мне не жарко. Потому что на улице холодный северо-западный ветер. Такие дела. Птицы поют немножко. Так, пройду еще. Где-то часик, наверное, прогулка будет у меня. Да, два слова еще насчет этой лодочного мотора Микацу 9.8. Сейчас, когда ехал, на малых оборотах какой-то небольшой перебой, как будто вот. Но он двухцилиндровый. И у двухцилиндровых всегда вот такие вот глюки бывают, конечно. Один цилиндр может нестабильно работать. Вот свечи надо запасные еще взять. Обязательно. И на средних оборотах ездить. Так спокойненько. Экономия бензина, во-первых, безопаснее. И он мощный мотор, мощнее шестерки. И, конечно же, и на средних оборотах он будет идти, плыть намного лучше. Да, Тулами? Пусть побегает собака. Вот. Так что пока покатаюсь сезон, ребят. Не надо даже спрашивать, что я могу сказать про этот мотор лодочный. Вот я покатаюсь сезон. Вот это уже начало сезона. До осени покатаемся. И я уже вам озвучу свой отзыв. Плюсы, минусы в нем. А сейчас просто у меня только обкатка прошла. Я сегодня первый день вот
на полных оборотах катаюсь. А так, постоянно еще малых, средних оборотах катался. Вот. Съездим несколько раз до второй избы. Проверим, посмотрим, как себя покажет. Там уже честный отзыв я всегда рассказываю. Что про мотособаку рассказал, что все, что имею, честный отзыв всегда говорю. Чтобы люди знали, что покупать, стоит или нет там тратиться. Ладно, я иду к озеру потихоньку. Местами вот такой снежок. Вот это озеро, небольшое озерцо, старица такая вот. Бобры, уверен, здесь сейчас, наверное, весной тоже ходят. Вон там пробовали осину. Видно, осину там пробовали немножко. Такой поворот, старица. Можно туда к речке сходить, но там я один раз проходил, грибы для соления там искал вдоль реки. И к этому Ягелю участок такой не очень хороший, да, и сейчас весной намного там сыро, валежники. В общем, не буду туда заходить я, тем более без этого, без болотных сапогов, обычные сапоги. Там на том берегу тоже, но смотря как попадает солнце и ветер. Где вот солнце не попадает, с северной стороны очень много, да там навалом еще, конечно. Понятное дело, если есть на возвышенности, и то кругом вот еще снег лежит. Вот так я здесь прямо пойду. Люди, некоторые подписчики, просто посезонно ждут мои видео, посезонно. Но я сейчас на ютубе тоже попадал на каналы именно зимние фильмы. И, блин, вот вроде этот снег просто у нас за всю зиму так он надоедает. А вот я посмотрел эту зимнюю серию, когда мороз и немного еще снега такого, неглубокий снег. Еще на охоту можно ходить без лыж. И, блин, вот я уже соскучился. Вот это пора уже, мне хочется, чтобы вот это быстрее вернулось. Этот снег. Первая охота по снегу. Вот так вот. Блин. У человека тоже. У каждого свои потребности, что ему хочется. Кто-то лето ждет, не дождется. Я вот очень люблю. Сейчас тоже вот прохладно еще, и нету комаров, ничего нету, и я спокойно гуляю. Просто я балдею от этого. Смотрите, какая тайга. Сосновый лес, сосновый бор. Собака, вон она. Вон он бегает. Пока молчит. Никого не видел, видать. Здесь посижу, послушаю звук ветра, который гудит, вот это все. Птиц мало, конечно, но тоже слышно. Вот тут где-то он сидит. Слышите звук природы? Очень ветреные дни у нас. Много дней уже так. Буквально за месяц на один такой хороший теплый день был, когда вот было действительно жарко. Так, постоянно ветра. Снег несколько раз уже сегодня начинался. -5 по ночам. 23 мая. А я просто тут посижу, понаслаждаюсь этим. Там уже вот здесь Ягель, а там мох начинается, и Сырыч, наверное, чуть-чуть левее поверну. Тулан где-то минут 15, я его уже не вижу. Я там сидел, не подходил еще.
Ну, где-то с полкилометра, наверное, река отсюда. Может, он туда побежал. А если бобра почует или выдру, он там будет долго. Любит этими заниматься и гонять. А бобры сейчас активные весной. Они сейчас мигрируют, переходят из одного места на другое. Их можно чаще увидеть даже днем. А осенью они хитрые, очень хитрые. Я просто их ни разу еще днем осенью не видел. Они ночные зверьки или животные. Они, в принципе, наверное, животными относятся. Бобры я имею в виду. Вот. Такс. Да, вон туда, наверное, пойду. И потом уже буду разворачиваться. Вот опять уже начинается снег небольшой. Не знаю, видно, не видно. Надеюсь, видно. Туча пришла. А когда выезжал из дома, еще не выходил, такой снегопад начинался. Все, думаю, блин, опять придется отложить на другой день эту покатушки. Потом прекратится, дай, думаю. Съезжу лучше. Лекарство под ногами у нас. Во-первых, от почки помогает это брусничные листы. От горла вот этот не можжевельник, а как же этот-то? Керчь называется. Постоянно забываю вот это. Напишите в комментариях, как это называется. Можжевельник. Не можжевельник, это другое дерево, это другое растение, кустарник. Вот это да. Ну и он тоже ядовитый. Бывает, участок пройдешь, голова заболеет там. Но от горла помогает. Горло лечить. Ну вот и ягель. Вот здесь мягко, как бы мох мягкий, и ходить устаешь быстрее. А вот здесь ягель хороший. О, наконец-то тулан меня догнал. Мы в сборе. Тулан! Тулан! Локвалы! Сейчас придется обратно уже развернуться. Видите, ребят, смотрите, как шатает все. Жесть. Не может погода успокоиться никак. Опять тучи, наверное, принесет. Да, там была тень. Угу. Немножко по пути фотографирую еще моменты некоторые. Если что, там в телеграм-канале, там ВКонтакте оставляю, в Одноклассниках. Все координаты там в описании под видео есть. Сейчас обратно пойдем. Туда, в Балатине уже не пойду. Пошли туда. Пошли. Пошли, мам. Пошли, мам. Домой обратно пойдем. Погуляли хорошо. Да, гуляли. Нагулялся бездельник тоже. Примерно отсюда, наверное, или может там уже все заросло. Я там холостую шел, ничего не снимал. Но вот отсюда начинаются две колеи. Как будто уже тут тракторная дорога. Прям видно, что дорога была. Куда, откуда сюда ездили, для чего там. Может, сено заготавливали, вроде там старых вырубок, я не помню. Хрен пойми. Надо поспрашивать историю, что за дорога тут. Смотрите, вот, пожалуйста, дрова. Материал. Можно избушку даже строить. Вот эти хорошие. Одна, вторая. Каркасную избу там построить легко. Не из бревен, просто каркасную. Вот. Тут уже 4-метровые 2 штуки будет. 4, там 2 венца. Сруб сделать 2 венца. Вот, пожалуйста. Хорошее бревно. Прям отлично. Вон там следующее бревно. На снегоходе там надергать, привезти и строить только. Что хочешь, что и делай. Скажем, 4
Так, 8 бревен внизу надо. Сверху еще там стойки и, ну, элементарно там, наверное, штук 15 бревен вполне достаточно хватит. Вот такая аллея тут, смотрите. Да, здесь дорога здесь была. Куда, что за дорога идет, не знаю. Но красиво, офигеть. Красиво, пока не вырубили. Так что в наше время все подчистую вырубают. Голые поля кругом уже. Радуемся этому, что вот здесь вот я вижу. И все. Это бревно смолистое. Смола в разных местах может быть. Вот у него от корня там буквально за 3 метра уже вот это участок смолистый. Бывает в основном на вершинке смола. Вот. Кора всегда остается там. И если срубить, он просто как скала. Он хороший, твердый такой, смолистый. Вот там чурки там, ну, грубо говоря, 2 метра. Вот здесь смолы. Можно выгнать смолу там ведро. Вот. С той стороны. А древесина вообще огонь. Это она вообще гнилья тут вообще нету. Здоровое бревно. Вот, видите. В труднодоступных местах это все. Соблазн. Потому что на машине сюда не доехать. На снегоходе отсюда вывозить просто лично на буране это, знаете, 10 раз дешевле получится, если вы купите, как сказать, готовый ассортимент. Что вот я на дрова брал, баланс, вот так же. Только остается просто смотреть, как они гниют, и все. Я уже у реки. Все. Прогулялись. Сейчас еще на берегу реки посижу и поедем. По пути еще по течению проверю скорость, какую наберет Микацу 9.8. И возможно следующий поход, когда груженым буду, еще там проверю скорость. Для интереса, кому интересно. Мне-то пофиг, никогда этим не занимался. Но бывает, спрашивают, сколько идет там, тыры-пыры. Вон он там стоит, лодка. Тулана сразу тоже на цепь посадить. Тут, или, собака, она моя, тут тулан царапала. Вот такой, но самый прекрасный, недалеко от села место, где можно тоже просто на отдых приехать, посидеть на берегу, просто прекрасный уголок. Крутой берег и ягель. Не хватает только столика и лавочки. Обзор хороший. Если, скажем, вот здесь изба стояла бы, вот эту сторону просматривалась и вот этот. И вы знаете, вот по ночам, вот сейчас уже белые ночи у нас почти начинаются. Я уверен, что можно увидеть здесь бобр будет плавать или еще утка там будет плыть. Просто по течению бывает плывут. Упал в воду. Сейчас грязный выйдет. Вот. И, конечно же, возле, если вот тут изба стояла бы, вот тут, на этом месте, а река идет вот оттуда, такой поворот. Выдры, они осторожные, они здесь не будут ходить. Они напрямик берег, тропу сделают сразу же. Там будет тропа, напрямик. Сейчас думают, как подняться оттуда. Грязнющий он стал. Сейчас кабину его не возьму на УАЗик. Сейчас на кузов его посажу. Грязную. Ну, набегался. Он довольный будет возвращаться домой. Он просто... Тула! Лок! Локай! Лок!
Мягкая земля. Локай, лок. Локай, лок. Лок, 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 лок. Не сможет тут. Ну лок. Тулан. Локай, лок. Локотьте, лок. Ну что же ты? Ушел. Здесь он мог бы, наверное... А, нет. Не сможет. Локотьте. Локоть эстетка. И вот тут коряги. Через коряжник. Давай, вот здесь сможешь. Лок. Лок, лок, лок. О, молодец. Ну, смотри, опять снегопад начинается. Вот так. Сейчас хоть удалось заснять вам этот снегопад. Потому что тучи вон какие. Пока вот такая погода у нас. Ладно. Сейчас посижу и пойдем. Да? Прям кто-то уже для нас место сделал. Покурил кто-то тут. Хорошо. Смотрит. Тулан. А? Тулами. Грязный. Ты же чистюля. А смотри на себя, уйди. Ой-ой-ой-ой. А, сегодня я его прокапал. Да, ребят, чуть не забыл. Ну да, воняет еще. Между прочим, какой-то вот сладкий вкус. Барс. Накопал ему капли барс. Туда. И от этого, от клещей, от всяких разных паразитов. И запах такой сладковатый барс. Осень, весна я его прокапываю всегда. Нюхает. Ваш любимчик, туланчик. Кто-то обожает, кто-то ненавидит. Конный. Лодка наша плавает. Опять кричка спустился. Думал, переплывет. Что-то там в ту сторону смотрел. Ну, вот туда, наверное, ветром что-то какой-то запах несет. Не сидится ему. В лодке посидел, опять идет. На, опять в воду залез. Тулан, ты весь грязный уже. Не твое это, грязь. Ты же чистюля. Тулан. Локай. Лок пошли мунам. Ужас. Весь грязный. Лодка же наша чистая еще. Лок, 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 лок. Кай. Весь грязный. Поросенок. Пойдем. Посидели. Полюбовались природой. Вон, рядом. За весь путь только одну утку вот именно на Таежной реке я увидел. Где-то перелетела там. Ну, поднимался. Когда? Вон. Насчет звука не знаю, ребят, подписчики. Потому что ветрозащита стоит, но такой ветер порывистый, что хрен пойми, что получилось. Стараюсь как могу. В общем, оценивайте видео лайками, дизлайками, там, что заслуживаю. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. Будем дальше снимать походы по возможности, как получится.
Смотрите, какие корни у деревьев. Капец. Каждый год так вот деревья валится. Но в этом году еще не такая вода. Слишком перебор большая. Но все равно. Полноводье бывает ломает все на берегу, несет течением. А сейчас мы обратно поедем. По пути еще, может, дорогу поснимаю, как все будет. Такой хороший поход получился. Честно, я, рад. Хорошо, что я вышел, не поленился сегодня. Обычно я перед выездом моторку завожу там возле дома, какой-нибудь посуде, там объем возьму туда, 50-литровый канистру туда, заливаю воду, там мотор ставлю и проверяю так. Сегодня вот решил прогуляться. Сейчас я его посажу на цепь и газку. Да, Туан? Грязный ты вообще. Ой, грязный парень. Пацан. А? Грязный парень, пацан. Иначе ты убежишь просто. Доедем, и ты убежишь у меня, паренек. Так. Ладно, погнали. Тут на сегодня хватит. Немножко вода зашла. Где-то заходит. Так. Ладно. Как заводить этот дранден? На горячую хорошо завелась. Утром, конечно, но перед выездом не сразу, но нормально. Это не ветерок какой-нибудь. Сейчас поедем. Поплывем. Ну вот, ребят, все, поехали мы. По течению будем плыть. На средних оборотах поплыву. А на большой реке полный газ дам. Там еще проверю этот. Ну, скорость по течению.
стоит. Не прибывает вода. Все. Так, сидит тулан. Тулана пока вот туда посадил, пока я все это буду выгружать на УАЗик. Вон он. УАЗик вот тут стоит. Ну и вот такой получился быстрый поход. Немножко погулял по тайге, проверил моторную лодку. Лодочный мотор, как сказать, лодку оставим в воде, чтобы немножко, ну, видно, что чуть-чуть вода заходит. Где-то какие-то вот древесина, она такая, что он высыхает, и где-то, видать, вода зашла. Ладно, это немножко это нормально. И как получится, уже пойдем снимать большой фильм. А на сегодня все. Всем пока и до новых встреч. Ждите новые фильмы. А у нас вот такая погода. С утра до обеда уровень воды пока стоит. Приостановилась. Все, до новых встреч. Да, еще добавлю. Вот смотрите, как сказать. Максимальная скорость 35 км в час. Средняя скорость 33. Было 29 против течения, 29 и 26, а здесь 35 и 33. Вот и все. Потом сами уже анализируйте, пишите, комментируйте по скорости Микацу 9.8. У кого быстрее, у кого медленнее идет лодка. Вот. Я показал, что может моя лодка, что может этот мотор. Все наглядно показал. Все, ребят, теперь уже точно. Пока-пока.